Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшипшара. Я и мои коллеги расскажем о самых важных событиях в стране. И сегодня в выпуске. Пограничное управление СГБ Абхазии отмечает 30-летие со дня образования. В Сухуми прошли торжественные мероприятия, в которых принял участие президент Аслан Бжани. В Генеральной прокуратуре определены совместные мероприятия по изучению сметы расходов на ремонт высоковольтной линии Ачквара. Заведующий кафедрой парламентаризма и межпарламентского сотрудничества РАН Хиггс Валерий Бакушев находится в Абхазии. Пограничное управление СГБ Абхазии отмечает 30-летие со дня образования. В Сухуми прошли торжественные мероприятия, в которых принял участие президент Аслан Бжани. Все подробности в репортаже Али Китрапш. Мероприятия по случаю празднования 30-летия со дня образования пограничного отряда Службы госбезопасности Абхазии начались в Новом Афоне с возложения цветов к мемориалу погибших при исполнении служебных обязанностей пограничников. Сотрудники пограничного отряда СГБ также посетили аллею пограничников в Сухуми, где почтили память и возложили цветы к мемориалу геройски погибших офицеров Эдуарда Нарсисяна, Василия Квитко и Андрея Удальцова при выполнении задачи по защите и охране национальной безопасности Абхазии. Далее церемония возложения венков состоялась в Парке Славы. Затем состоялось торжественное построение. Военнослужащих пограничного отряда СГБ поздравил с юбилеем президент. Личный состав пограничного отряда Службы государственной безопасности Республики Абхазия для проведения торжественного мероприятия по случаю празднования 30-летия Дня пограничника построен, докладывает заместитель председателя, начальник пограничного отряда полковник Латипов. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 30-летием образования пограничного отряда СГБ Республики Абхазия. Ура! 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 В честь праздника в Музее боевой славы открыли уголок, посвященный пограничному отряду СГБ Абхазии. Здесь же состоялось торжественное собрание. Заместитель председателя СГБ, начальник пограничного отряда Рустам Латипов поздравил пограничников с их профессиональным праздником, рассказав, что пограничный отряд республики прошел очень славный и трудный путь становления. На протяжении веков стражи рубежей Отечества всегда первыми давали отпор врагу и стояли до конца. Личный состав пограничного отряда доблестно проявил себя во время войны народа Абхазии. Неоднократно принимали участие пограничники в послевоенных боевых столкновениях. Многие из них героически сражались и сложили голову за суверенитет, территориальную целостность, процветание Абхазии. Мы будем всегда помнить пограничников, которые погибли на своем посту, тех, кто не жалел себя, защищая свой народ и свою страну. В этот праздничный день желаю военнослужащим пограничного отряда, вашим семьям, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья и благополучия, неиссякаемой энергии. Президент Аслан Бжани поздравил пограничников с 30-летием образования пограничного отряда СГБ, отметив, что пограничники всегда делают все возможное, чтобы священные рубежи нашего Отечества оставались неприкосновенными. Сегодня для нас особое значение и смысл обретают такие понятия, как стойкость, мужество, верность присяге и народу. Этими высокими качествами всегда отличаются пограничники, которые первыми встречают врага на границе и, не жалея себя, сражаются с ним. 30 лет назад, в непростое для Абхазии время, у рубежей Отечества складывалась напряженная военно-политическая обстановка. Каждый из вас хорошо понимает, несомненно, перед какими вызовами и угрозами была поставлена наша Родина и наш народ. Эта борьба с вызовами и угрозами со стороны агрессора идет вокруг нашего государства и по сей день. А на передовой линии обороны находитесь вы, защитники Отечества, пограничники. Пограничники всегда делают все возможное, чтобы священные рубежи нашего Отечества оставались в неприкосновенности. Народ Абхазии верит в ваш патриотизм
и профессионализм. Важно, что сотрудники пограничных органов хранят верность славным боевым традициям своих предшественников, с огромным уважением относятся к ветеранам, оперативно решают поставленные задачи по обеспечению безопасности государственных границ, борьбе с преступностью, наркоторговлей и другой нелегальной деятельностью. Желаю командованию, личному составу, ветеранам органов пограничной службы и вашим семьям крепкого здоровья, мирного неба, счастья и благополучия. Пограничник – это щит Родины. Не каждый способен жить и служить на границе, лишая себя многих благ цивилизации. Работа пограничников опасна, трудна, требует большой выдержки и дисциплины. Поэтому выполнять ее могут исключительно ответственные и мужественные люди, настоящие патриоты своей страны. Сформированный в период Отечественной войны народа Абхазии, пограничный отряд прошел сложный путь своего развития. Во многом благодаря усилиям пограничников в сложные послевоенные годы удалось обеспечить безопасность нашей Родины. К сожалению, в процессе решения государственной задачи мы сталкивались с боевыми потерями. Уверен, что молодое поколение пограничников бережно хранит и приумножит славные традиции старших товарищей и с гордостью продолжит защищать и охранять рубежи нашей Родины. Желаю вам всем оставаться доблестными защитниками Абхазии и возвращаться целыми и невредимыми в свои дома. Поздравляю! В честь 30-летия со дня образования пограничного отряда СКБ Абхазии отличившиеся пограничники были награждены медалями. Также были присвоены очередные воинские звания. Мероприятие завершилось праздничным концертом. Алька Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Премьер-министр Александр Анкваб поздравил руководство, личный состав и ветеранов пограничного отряда службы государственной безопасности Абхазии с 30-летием образования. Осознавая всю ответственность за решение возложенных на них задач, абхазские пограничники всегда с честью несли свою службу. Так было и в трудный послевоенный период, когда особые усилия, сопряженные с риском для жизни, требовались для охраны границы в Галском районе. Уверен, что так будет и впредь, говорится в поздравлении. Александр Анкваб подчеркнул, что руководство страны будет использовать все возможности для укрепления материально-технической базы и кадрового потенциала погранотряда. В соответствии с поручением президента Аслана Бжаня, первый заместитель генпрокурора Дамир Хвициня провел расширенное совещание с руководителями правоохранительных органов, где были определены совместные мероприятия, направленные на установление подлинности и соответствия действительности копий документов, представленных 16 ноября председателем общественной организации «Абхазское народное движение» Адгуром Ардзенба и экс-депутатом парламента Гарри Кокая. Согласно представленной ими копии сметы было допущено значительное завышение цен на материалы, приобретенные для капитального ремонта высоковольтной линии Ачгуара. В ходе проведения данной проверки будет дана дополнительная информация, сообщается на сайте Генпрокуратуры. Глава МИД Инал Ардзенба провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом России в Абхазии Михаилом Шургалиным. В ходе встречи стороны обсудили ряд актуальных вопросов абхазо-российских отношений, в частности, предоставление гражданам Абхазии гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке. Рассматривались вопросы создания координирующих механизмов в трехстороннем формате Абхазия, Россия, Беларусь с целью мониторинга и активизации торгово-экономических, гуманитарных и политических связей между странами. Кроме того, по обращению депутатов Народного собрания Инал Ардзенба довел до сведения посла, что депутаты по завершении рабочего визита в Госдуму России во время прохождения российского участка абхазо-российской границы были остановлены представителями пограничного управления ФСБ на КПП ПСО в целях проведения досмотра личных вещей, что вызвало задержку пересечения границы. Также в Народное собрание поступают многочисленные жалобы граждан Абхазии по тому же поводу, что осложняет переход границы. Было отмечено, что в ближайшее время в МИД России будет направлена нота с просьбой отреагировать на указанные инциденты.
В Абхазии находится Валерий Бакушев, профессор, действительный член РАЕН, заведующий кафедрой парламентаризма и межпарламентского сотрудничества Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Валерия Бакушева приняли спикер парламента Лаши Ашуба и вице-спикер Растамур Ашба. Также состоялась встреча профессора с абхазскими студентами, обучающимися на кафедре парламентаризма и межпарламентского сотрудничества РАНХИГС. О работе кафедры и о том, каких специалистов готовит Академия, Валерий Бакушев рассказал в интервью нашей программе. Валерий Владимирович, здравствуйте. Вы заведуете кафедрой парламентаризма и межпарламентского сотрудничества. Расскажите, что изучают ваши студенты, каких специалистов вы готовите? Мы преследуем тот ранее принятый курс, который 20 лет ориентирует президент Владимир Владимирович Путин и во внутренней политике, и во внешней политике. Исполнительная власть совершенствуется свою деятельность. Есть все, что связано с деятельностью судебной власти. Они отмечают юбилеи больше 200 лет. Исполнительная власть всегда должна контролироваться кем-то. И из теории вытекающий принцип разделения власти, но власть едина, парламент имеет полномочия по контролю исполнительной власти. Это реализуется через такое направление, как парламентаризм. Программа выработана была в рамках президентской академии, подразделение в начале центра, сегодня комплексная кафедра, о которой вы сказали, она функционирует в рамках Института государственной службы и управления, в рамках президентской академии. И мы в этом году, год десятилетия парламентаризма российского, именно указ подписан Путиным о введении славных дат, он дополнен, есть такой документ, именно отмечается ежегодно в конце апреля, когда еще в рамках Российской империи было открыто в Санкт-Петербурге, работала Первая Государственная Дума. Вот 3 формы государственности прошли. Империя Российская, советский период, вместе мы развивались, и Российская Федерация, и в данном случае сейчас самостоятельная молодая государственность Республики Абхазии, мы движемся в цивилизованном направлении вместе. Есть программа. 20 лет открыта научно-учебная школа, образовательная школа, мы говорим, в рамках академии, где исследования проводились, формировались разные программы. Последние 10 лет мы реализуем магистерскую программу, комплексную по подготовке именно и аппаратчиков представительной ветви власти, и избранных депутатов, ну а также тот, кто хотел бы себя попробовать в публичной сфере деятельности. Это молодое поколение и предпринимателей, бизнесменов, которым уже тесные рамки, а с другой стороны, они уже имеют практику, скажем, связанную, естественно, с совершенствованием работы, ну, скажем, в сфере бизнеса, а тонкости именно в практике познаются, как же надо менять, дополнять законодательство, как вносить коррективы в нормативные документы. И очень нужно сказать, те, кто приходит на учебу, очень толковые ребята, девушки, в основном контингент, скажем, от 25 до 32-35 лет идет на обучение. Есть и старше. Есть и старше. Причем есть и кандидаты наук, есть и разных уровней депутаты. Но хотел бы здесь отметить, находясь здесь в служебной командировке сейчас в парламенте, 10 лет
прямое творческое сотрудничество идет с парламентом Абхазии, где регулярно, ежегодно или парламентарии, избранные, работающие в аппарате, здесь уже выпускники, есть кто завершает, есть кто на первом, на втором курсе. Приятно, что вот это развивается направление. Но не только депутатское, но и те, кто работает в исполнительной ветви власти, особенно занят нормотворчеством. Таких выпускников только нашей кафедрой подготовлено за 50 человек за эти годы. А по другим направлениям также есть контакты, изучаются. Ну, я бы говорил о том, что целостную такую поддержку мы получаем от руководства парламента, вот, всех созывов и нынешнего, с благодарностью говорим, что они помогают и поддерживают тех, кто обучается, кто развивает, кто стремится к повышению профессионализма. Вот цель моей командировки в том числе приехать и пообщаться, вот, первый, второй, особенно курс. Те, кто выходит на уже государственную аттестацию на третьем курсе, как идет подготовка индивидуальная, подготовка письменных работ. У одних курсовые это работы, а на выпуске это выпускные квалификационные работы. Защита будет в марте месяце следующего года. У нас в академии и на кафедре и в институте, говорю об этом как член ученого совета, говорю, особой симпатии к тому, как выстраивается планомерно, не быстро, да, может быть, как хотелось, но отношения по развитию молодой государственности Республики Абхазия. Вопросы налаживания торгово-экономических связей между странами посредством наращивания торгового оборота сельхозпродукции обсудил первый вице-премьер-министр сельского хозяйства Беслан Джопо с торговым представителем Российской Федерации в Республике Абхазия Залиной Кабесовой. Джопо выделил важные направления развития экспорта сельхозпродуктов. Это вывоз цитрусовых фруктов и меда на российский рынок. Договорились способствовать наращиванию объемов торгового оборота, создавая благоприятные условия. Он также отметил, что правительство Абхазии заинтересовано в совместных проектах в области развития промышленности и других сфер. Дело об убийстве в здании МВД Анзора Тарба вновь направлено в суд первой инстанции. Президиум Верховного суда не удовлетворил надзорную жалобу адвокатов, обвиняемых на определение кассационной коллегии от 23 марта об отмене оправдательного приговора суда первой инстанции. При этом изменено определение кассационной коллегии о возвращении дела генпрокурору и об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Анзор Тарба, содержащийся под стражей в связи с подозрением в соучастии в похищении Умара Мирсхулава, скончался в ночь на 11 июля 2019 года. Обвиняемыми в деле проходят сотрудники МВД Бадри Джикерба, Аслан Чедия, Адгур Аутлев и Виталий Кулов. Приговором Сухумского городского суда 10 ноября 2020 года они были оправданы в связи с отсутствием в их действиях состава преступления. После чего Генеральная прокуратура заявила, что считает приговор Сухумского горсуда незаконным и необоснованным и обжаловала решение в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики. Определением кассационной коллегии 23 марта 2021 года оправдательный приговор Сухумского городского суда был отменен. Уголовное дело возвращено Генеральному прокурору Абхазии для устранения препятствий его рассмотрения судом. В отношении Аутлева, Кулова, Джикерба и Чедия была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Определение кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия 23 марта 2021 года изменить. Исключить из резолютивной части определения указания о возвращении дела Генеральному прокурору Республики Абхазия для устранения препятствий его рассмотрения судом и передать уголовное дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции. Исключить из резолютивной части определения указание об избрании в отношении Джикерба, Чедия, Аутлева, Кулова меры пресечения в виде домашнего ареста. В остальной части определения оставить без изменений. Делегация Абхазии во главе с министром просвещения и языковой политики Абхазии Иналом Габле принимает участие в 7-м Всероссийском съезде работников дошкольного образования. В форуме принимают участие более 20 тысяч специалистов. Главной темой мероприятия стало дошкольное образование.
Вот второй год подряд у наших школьников есть возможность принимать участие в телепередаче «Умницы и умники». Наши дети участвуют с 3 районов, то есть по итогам проведенной олимпиады, конкурса Министерством просвещения и языковой политики Алашырбага были отобраны 3 ученика, и, конечно же, мы ждем их с нетерпением. Результаты, то есть, в принципе, по возвращению уже через несколько дней будут и ясны. Если говорить когда выйдет в эфир телепередача, то ожидается, что в январе, пока даты не ясны, министр просвещения и языковой политики во главе, то есть возглавляемой делегации участвует в 7-м Всероссийском съезде педагогов и работников дошкольного образования в городе Москва. На открытии съезда выступил с поздравительной речью, с приветственным словом, где поздравил в первую очередь с открытием съезда и пожелал успешной работы самого съезда. То есть в течение 2 дней они принимали участие в разного рода направлениях по дошкольному образованию. Это большое мероприятие, где Министерство просвещения и языковой политики всегда старается принимать участие. В делегацию входят, то есть заведующий отделом образования Чимчирского района, это Гиндя Тимур, и заведующий отделом Кудаутского отдела образования Харазя Дамар. То есть в ближайшее время, то есть идут последние дни, так скажем, съезда. По завершению они вернутся и уже более подробно расскажут нам, где приняли участие и какие встречи они смогли организовать. Аслан Кутелия также рассказал, когда мы сможем увидеть телепередачу «Умники и умницы» с участием школьников из Абхазии. На съемки телеолимпиады поехали Лиана Айба, учащаяся Пицунской первой школы, Никита Чкок, ученик Бамборской средней школы, и Тимур Квирнадзе, учащийся Сухумской первой школы. Вот второй год подряд у наших школьников есть возможность принимать участие в телепередаче «Умницы и умники». Наши дети участвуют с 3 районов, то есть по итогам проведенной олимпиады, конкурса Министерством просвещения и языковой политики Алашырбага были отобраны 3 ученика, и, конечно же, мы ждем их с нетерпением. Результаты, то есть, в принципе, по возвращению уже через несколько дней будут и ясны. А если говорить когда выйдет в эфир телепередача, то ожидается, что в январе, пока даты не ясны. В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу 18 ноября на территории Абхазии, в субботу местами слабый дождь, в воскресенье без осадков. Температура воздуха ночью плюс 9-14, днем 13-19 градусов тепла. Температура морской воды плюс 16 градусов. На этом информационный выпуск Амшевшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.